Здравствуйте! Основная тема сегодняшней передачи – то, с какими результатами закончит наша республика 2006 год. Речь пойдет не о макроэкономических показателях, эта тема все-таки специальная, а, я бы так сказал, на бытовом уровне, может быть даже на уровне наших с вами кошельков. И все-таки в связи с экономикой республики. Но об этом сразу после рассказа о наиболее заметных событиях дня. Здравствуйте! Сегодня Политсовет регионального отделения «Единой России» провел семинар для 100 делегатов партийной конференции «Медведей», которая пройдет завтра в Большом зале мэрии. Ключевой вопрос конференции – выбора 2 делегатов на ежегодный съезд «Единой России». Надо сказать, что Медведеву в этом году предстоит еще одна ведь конференция в декабре месяце, причем статус ее выше. Она будет отчетно-выборной, и кроме того, там нужно будет выбирать руководящие органы регионального отделения партии. Но если продолжить тему партийного строительства, то нельзя и не вспомнить о конференции регионального отделения партии «Справедливая Россия». Ну да, она в ноябре месяце, кстати сказать, должна пройти. Руководители компании «Железные дороги Якутии» приняли участие в международной конференции о роли российских железнодорожников на рынке услуг. Они получили редкую возможность обратиться к коллегам с рассказом об усилиях по повышению качества услуг, увеличению грузооборота, а также интеграции в единое информационное и транспортное пространство страны. Ну что же, наши железные дороги делают первые шаги, надо сказать, по интеграции в российское акционерное общество «Российские железные дороги». Ну, по некоторым признакам эти шаги весьма робкие, и вообще в кулуарах конференции обсуждалось, так ли уж нужны железные дороги Якутии российскому монополисту. Да, вполне возможно. Но теперь давай все-таки обратимся к другим новостям, на очередь новости культуры. Театр юмора и сатиры из нашей республики стал лауреатом 5-го международного фестиваля «Молодые театры России». Якутские артисты представили на этот фестиваль спектакль «Птицы потерянного рая» по пьесе Семена Ермолаева в постановке Юрия Макарова. И удачно, я уже сказал о том, что он стал лауреатом в номинации, которая называется «За развитие традиционной национальной культуры». Надо сказать, что в этом фестивале международном по статусу принимали участие театры не только и якутские, конечно же, но также еще и из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Дрездена, Минска и Праги. Для театра юмора и сатиры этот год можно смело назвать урожайным. Ну, вполне, потому что ведь кроме вот этого упомянутого фестиваля, наш театр выезжал еще в Уфу на фестиваль тюркских театров, и кроме того побывал в Москве. Ну и в продолжение культурной темы новости домашнего видео. Семья Романовых из Якутска стала обладателем поощрительного приза в номинации «Моя семья» на международном фестивале любительского кино «Рыбий глаз». Он завершился в Иркутске. Якутяне представили свой фильм «Мои старики» о буднях своих родственников из Северного Улуса. Также интересно, что гран-при фестиваля был полностью снят на мобильный телефон, и уехал он в Японию. Последняя сессия Государственного собрания нашей республики была жаркой, мы уже упоминали об этом, и в том числе в связи с обсуждением проекта бюджета на будущий год. Одним из, я бы сказал так, возмутителей спокойствия, что ли, во время сессии стал бывший министр финансов Эрнст Березкин. Сейчас он депутат и работает в компании «Алроса». Так вот, проблема, вернее, так сказать, жаркие споры, дискуссии возникли в связи с тем, что бывший министр призвал к оптимизации расходов, потому что денег на все явно не хватает. В том числе он обратил на это внимание, возможно, и на зарплату. И уже причем в этом году, в декабре этого года. А вот то, что вы сказали относительно задолженности, возможно, даже в декабре месяце, проблемы, вернее, с выплатой заработной платы бюджетников, это насколько реально вообще? Ну, это достаточно реальная вещь, потому что в этом году в источниках погашения дефицита бюджета как минимум 2 миллиарда за счет доходов от продажи имущества. Не состоится продажа Сахателекома, то ситуация по декабрьским доходам будет очень напряженная, где правительство найдет деньги, с учетом того, что конец года, большинство банков, они как бы закроют свои лимиты. В конце года кредитоваться невозможно. Это же означение будет, что кредиторская задолженность по зарплате опять начнет расти, то есть, соответственно, кредиторская задолженность бюджета это называется еще иначе. Ну, единственное, что сделает Минфин, а он так и поступит, и раньше мы так поступали, просто-напросто прекратит финансирование всех мат-статей и перекинет деньги на заработную плату. А по итогам отчета об исполнении бюджета, который в том числе уходит и в Москву на 1 января 2007 года,
произойдет рост кредиторской задолженности бюджетной сферы по материальным статьям. Что это значит? Ну, это для республики это означает очень много негативного, потому что еще с 98 года, а потом эти соглашения периодически переподписывались, вот и в 2002 и 2003 годах, республика брала на себя обязательство о том, что нам спишет правительство России, Минфин России старые централизованные кредитные ресурсы, эти ЦКР, долги. Да, в том числе, кстати, и золотой кредит будет списан по определенной процедуре только в том случае, если мы не будем допускать роста кредиторской задолженности не только по зарплате, но и по материальным статьям, по коммунальным услугам, по услугам связи, по питанию, по социальным выплатам, по каким-нибудь там доплатам, пособиям. Ну, то есть проблема более чем серьезная получится. Да, проблема будет очень серьезная. Поэтому очень сложная ситуация сейчас в декабре. В такой вот ситуации совершенно естественно возникает вопрос, а что теперь делать? И, наконец, второй извечный вопрос, тоже всегда сопровождающий все проблемные ситуации в нашей стране, уже по традиции, куда власти смотрели, что довели дело вот до такого вот состояния дел. Об этом, в принципе, мы прогнозировали и 5 лет назад, о том, что до 2010 года будут достаточно сложные бюджеты приниматься республикой, потому что те инвестиционные задачи, которые стоят, и большая нефть, большой газ, которые пойдут с Якутии, все эти проекты двинутся где-то не раньше 10, 11, 12 годов. То есть отдача пойдет? Да, отдача пойдет. Но Эльгинское угольное месторождение, другие какие-то полиметаллические месторождения. Поэтому речь шла именно о том, что... Ну, то есть это было известно Да, давно? это было известно давно, нам нужно просто было сделать экономику и расходы бюджетной сферы таковыми, чтобы рост бюджетных текущих расходов был сопоставим с темпами роста налоговых доходов республики. Ну, конечно, на все вот это сейчас влияет еще процесс, накладывается процесс так называемой, в кавычках, федерализации Алроса, который существенно перераспределяет ситуацию по неналоговым доходам. Ну, в принципе, как бы правительство России нам, республика, обещает отдать часть налогов, таких как НДПИ по алмазам, разовые платежи. Но в любом случае, мы даже вот 5 лет назад, когда сидели, думали, ориентировались, никто не предполагал, что правительством Российской Федерации будет задан такой темп роста фонда оплаты труда работников бюджетной сферы. Потому что таких возможностей не было и у федерального бюджета в 2000 году. Ну, ситуация поменялась, поэтому вот в этой ситуации, конечно, мое выступление на Элтумене звучало и говорило о том, что если мы раньше занимались оптимизацией бюджетных расходов, мы пытались как бы поджать свои расходы, то сегодня этот вопрос становится вдвойне актуальным. Но это не означает, что наоборот нужно там секвестировать инвестбюджет. Да? Я никогда не говорил о том, что суть оптимизации должна заключаться в снижении инвестиционных расходов. Другой вопрос. Куда направляются эти ресурсы? Я всегда говорил и буду говорить, что самая инвестиционно привлекательная отрасль у нас – это, скорее всего, жилищно-коммунальное хозяйство. Вот где можно реально получать отдачу, вот где можно реально экономить будущие бюджетные расходы, потому что вопросы такие, как замена устаревших котельных, затратных, оптимизация системы электроснабжения, модульные дизельные электростанции и тому подобное, они практически дают двухгодичный эффект. Нет таких инвестиционных проектов, ну, наподобие там, строительства пивзавода или там, лесоперерабатывающего завода, которые ну, по сути своей никогда не могли быть окупаемы. Вот есть другие вещи, которые их окупаемость не в том, что они принесут прибыль, они просто сократят наши затраты, убытки текущие. Да. Бюджет года следующего практически остается ну, как бы, только в общих чертах. Ко второму чтению я думаю, что вот этот проект бюджета претерпит очень много изменений. В первую очередь по инвестиционной части очень сильно изменится.
Второе, ну, в сторону увеличения. В любом случае депутаты будут настаивать. Но увеличение возможно за счет... Только дефицита, это понятно. Это понятно, то есть еще больше увеличить? Да, скорее всего, мы будем принимать бюджет, который увеличит дефицит. Здесь, конечно, правительству и министерствам придется поработать, потому что давление Илтуме на нас, депутатов, будет большое. Вопрос оптимизации – это вопрос самоограничения. То есть, да, надо утром встать под холодный душ, сделать зарядку, правильно? Если ты этого не делаешь, то ты как бы немножко распускаешься. Вот то же самое. Если мы не занимаемся оптимизацией, идут совершенно обратные процессы. И не только в головах чиновников определенных, а прежде всего в общественности, в населении республики. Если мы говорим о том, чтобы об расширении музеев, а не оптимизации музеев и не, допустим, аккумуляции, там, допустим, музейного фонда и как бы добиться посещаемости этих музеев, чтобы все больше с каждым годом, пусть хоть по 0,5%, пусть хоть по проценту увеличивается эффективность работы учреждений. Не сегодня, чтобы они стали самоокупаемыми, а пусть они через 20 лет хотя бы их экспозиции станут привлекательными, чтобы люди туда шли. Нет, мы, допустим, начинаем открывать все новые и новые учреждения. Вот, понимаете, но я понимаю, что искусство это хорошо, но когда мы начинаем все это расширять, а ведь это же не просто заработная плата, это не просто картины повесить, это же надо топить, светить. Это еще плюс нерациональное использование государственного имущества. В принципе же можно было сдавать в аренду под те же офисы, получать доходы Министерства госимущества Республики Саха-Якутия. Благо Алроса построила это деньги и передает в собственность республики. Вот такие нюансы, они показывают о том, что все-таки отсутствие нормальных мер по оптимизации движений, они дают возможность людям, которые, конечно, далеки от этого. Я же не говорю, что каждый учитель или врач или работник культуры должен разбираться в перипетиях и сложностях бюджета республики. Но с другой стороны, когда он видит о том, что, извините меня, там игры проводятся, тут это делается, значит, он думает, что, в принципе, а почему бы не потребовать побольше? Да, не то, что не потребовать больше. Я не думаю, что они требуют для себя. Они думают о том, что все-таки есть возможность. Увы, но следует признать, что канули в лету безвозвратно, причем времена массового строительства высших учебных заведений, медицинских центров, других объектов соцкультбыта в нашей республике. Ушли, потому что ушли деньги, на которые все это можно было делать. Напомню, что речь идет о чем? О серьезных, в общем-то, поступлениях в бюджет, вернее сказать, помимо даже бюджета в кошелек властей нашей республики. Речь идет о, во-первых, 10%, которые республика могла иметь алмазов, которые добывала компания Алроса, и плюс 25% компания продавала нашей республике по себестоимости. И вот на разнице, когда Якутия уже затем продавала эти алмазы по рыночным ценам, разница опять-таки шла в наш, так сказать, в нашу пользу. И вот именно поэтому в те времена президент Николаев мог совершенно спокойно реагировать на какие-то выступления депутатов, скажем, как мы, в общем-то, не раз были свидетелями этого, либо заявления членов правительства о том, что тот или иной проект совершенно невозможно реализовать, потому что в бюджете нет денег на него. У президента всегда был второй бюджет, который он, в общем-то, как раз и направлял на все эти цели. Так вот, оба эти источника, увы, в прошлом. Но чего не скажешь о хотелках, так называемых, которые сейчас у многих руководителей нашей республики по-прежнему все-таки остались. В общем-то, ничего удивительного, наверное, в этом и нет, ведь, собственно говоря, они сформировались как руководители, как чиновники правительственного уровня именно в те годы. И вот такой стереотип, что все возможно, что хочется, он как бы продолжает работать. Но времена другие, и деньги другие, соответственно, и должны быть и песни другие. Какие песни действительно раздадутся в связи с проектом бюджета будущего года, мы с вами узнаем очень и очень скоро. Во всяком случае, ожидается, что на будущей неделе депутаты соберутся вновь на очередную, или вернее очередную, правильнее сказать, сессию, где наверняка опять-таки возникнут вопросы, связанные и с расходами. Ну что ж, на сегодня все. До свидания.